В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Здравствуйте, и в начале главной темы выпуска. Просветительский проект. Подобные мероприятия просто необходимы для укрепления межэтнического мира. Жители республики присоединились к международному этнографическому диктанту. Сколько человек приняло участие и в какой форме были задания? Здоровье дороже золота. Диспансеризация проходит очень активно. Сотрудники администрации главы и правительства прошли плановую диспансеризацию. Что включает в себя обследование и с какой периодичностью необходимо его проходить? Глава региона в своем телеграм-канале поздравил Апти Алаудинова с назначением на должность заместителя командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора, а статус помощника руководителя субъекта за ним будет сохранен. Апти с самого начала спецоперации остается на линии фронта, командуя спецназом Ахмат, и продвигается только вперед. За многочисленные заслуги он был удостоен звания Героя России и ЛНР. Поздравляю моего дорогого брата с назначением на ответственную должность. Я полностью уверен, что со всеми задачами командования он справится отлично. А хороших новостей с передовой станет еще больше. Хороших для нас и очень неприятных для украинских сатанистов. Россия и Украина провели новый обмен пленными по формуле 107/107. Об этом сообщил депутат Государственной Думы страны Шамсаил Саралиев. Процесс передачи состоялся в Запорожской области. Бойцов отправят на лечение в Москву. Сегодня, 3 ноября, в Запорожской области мы провели обмен военнопленными по формуле 107/107. Сейчас все прошло в штатном режиме, без каких-либо проблем. Раненых ребят мы поместили в кареты скорой помощи. Их было 5 человек, отправили их в больницу. Остальных везем сейчас на автобусах. И уже к вечеру прибудем. Планируем прибыть в Москву. Адам Алханов, ранее занимавший пост первого заместителя директора территориального фонда обязательного медицинского страхования, назначен на должность вице-премьера правительства. Это стало известно в ходе 33-го заседания парламента региона. Представивший кандидата председатель правительства Муслим Хучиев пожелал Адаму успеха в будущем и плодотворного труда во благо нашего региона. По его словам, назначенца ждет плодотворная деятельность и ответственность, с которой он справится, поскольку имеет перспективы и немалый опыт. Ведь ранее Адам Алханов проявил себя с наилучшей стороны на занимаемых должностях. Стоит отметить, что в ходе заседания члены парламента также приняли 2 республиканских закона. В первую очередь хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики за оказанное доверие на выдвижение меня на такой ответственной и высокой должности. Развитие Чеченской Республики проходит последние годы на фоне непростой социально-экономической и внешнеполитической ситуации в Российской Федерации. В этих условиях социальная защита населения и его благополучия становится одной из наиболее важных задач. В своей работе буду ориентироваться на четкую и всегда очень взвешенную и мудрую позицию главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова по основному направлению развития соцсферы Чеченской Республики. Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие к себе. Рухнувшие планы и траты денег на лекарства и времени на лечение – далеко не все последствия халатного отношения к здоровью. Именно на своевременное выявление диагноза направлена диспансеризация, которой проходят сотрудники администрации главы и правительства, что включает в себя плановое обследование, которое проводили врачи 4-й городской поликлиники в материале Медины Мударовой. Пройти диспансеризацию быстро и в одном месте – отличный выход для тех, у кого из-за работы не хватает времени. В выездном пункте сотрудники администрации главы и правительства Чеченской Республики смогли пройти все те же процедуры, что и в обычной больнице. Им измерили пульс, давление, уровень кислорода в крови. На месте также можно сдать анализы, сделать ЭКГ и проверить зрение. Это очень удобно проходить диспансеризацию на работе, потому что
как и все обычные люди, мы вот то нам времени нет, то некогда. Медики 4-й городской поликлиники проводят обследование уже 3-й день. Здесь есть врачи любого профиля. Помимо диспансеризации, в мобильном госпитале также проводят и вакцинацию населения. Работники прошли полноценные медицинские осмотры, получили соответствующие консультации и рекомендации специалистов. По окончании первого этапа диспансеризации выездной, значит, у нас будет анализ всех обследований, индивидуальная беседа с каждым пациентом, если будет выявлена патология. И, значит, направляются пациенты по месту жительства на дообследование. На 2-м этаже осмотра проходит уже мужская половина сотрудников. Такое количество желающих проверить здоровье не может не радовать. Конечно, удобно. Буквально за 10-15 минут, можно сказать, ты получаешь полностью диагностирует твое здоровье. Центр укомплектован не только профессиональными и квалифицированными кадрами, но и всеми необходимыми диагностическими аппаратами. Очередь у передвижного флюорографа и маммографа с самого утра. Внутри комплекса есть вся необходимая установка для качественного обследования. А благодаря осмотру можно своевременно выявить такие болезни, как, к примеру, туберкулез или онкология. О своем здоровье надо заботиться. С этой истиной трудно поспорить. Тем более, когда есть прекрасная возможность сделать это, не отходя от рабочего места. Медина Мударова, Магомед Басаев, Седемин Даудмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Проблемы дерматовенерологии и аллергологии в современной медицине обсудили в Министерстве здравоохранения. Встреча состоялась в рамках 6-й междисциплинарной Северокавказской конференции, которая собрала врачей из регионов России. В своих докладах они поделились последними научными изысканиями. Цель мероприятия – обмен знаниями и опытом о лечении кожных заболеваний. Мы сегодня достигли выдающихся успехов, это уже признано на федеральном уровне, что сегодня наш регион занимает ведущее, лидирующее место в Северокавказском федеральном округе по оказанию помощи тяжелым пациентам по дерматологическому профилю. Когда пациенты слышат, что есть врачи, которые готовы им помочь и приходят к нам на ранних стадиях заболеваний, это касается не только дерматологических, это касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, легочной системы, онкологических заболеваний. То есть мы сегодня можем оказать помощь в ранних этапах, когда действительно мы еще можем спасти и помочь пациенту. Продолжая тему здравоохранения, сообщаем, жители Чеченской Республики смогут привиться назальной вакцины от коронавируса. Разработанная российскими специалистами, она показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов заболевания. Это первая в мире назальная вакцина от COVID. Особенности медицинского ноу-хау в материале Турпал Алитайсумова. Уменьшение количества заболеваний и случаев заражения COVID-19 – это одно из приоритетных направлений субъекта. И согласно поручению главы региона Рамзана Кадырова, прививание от пагубной болезни активно продолжается. Но теперь в нашей республике появилась новая форма лечения – так называемая назальная вакцинация. Чеченская республика уже в течение месяца занимает лидирующую позицию по наращиванию темпов вакцинации. С 11 октября мы начали ревакцинацию и вакцинацию проводить интраназальным путем введения. Мы получили в республику насадки-распылители, которые называются атомайзерами. Желающие пройти вакцинацию и ревакцинацию, они могут по их желанию или же по назначению врача пройти вакцинацию именно интраназальным путем введения. Этот путь введения очень облегчает работу как и для медицинских работников, но и удобно для пациентов. К примеру, в Грозненской поликлинике номер 5 количество препарата хватает абсолютно для всех. Специалисты рассказывают, что процедура полностью безопасна и защита гарантирована. Все-таки прививаться и удобнее, и на примере можем сказать, что психологически легче переносят, чем получать инъекцию. Преимущество назальной вакцины заключается в том, что он формирует иммунную защиту в месте, где проникает вирусная инфекция, это на слизистой носоглотке. Это большой плюс для тех, кому нежелательно вводить инъекцию внутримышечно. А начинается все с предварительного осмотра. Пациенту измеряют температуру и давление. Кроме того, он заполняет специальную анкету, где в том числе указывает, имеются ли какие-либо хронические заболевания или же наличие индивидуальной непереносимости к препаратам. Если же отклонений нет, врачи проводят процедуру введения посредством глубокого вдоха таким образом, чтобы препарат попал в носоглотку полностью. Сами пациенты отмечают, что повторная ревакцинация не вызывает никаких подозрительных ощущений. Первая вакцинация, вторая ревакцинация, то же самое. Третью ревакцинацию, пока проблемы со здоровьем,
Данный процесс уже подхвачен населенными пунктами, а субъект стал большим примером для других регионов по показателям качества и оперативности оказания профилактической помощи населению, о котором руководство заботится всеми возможными средствами. Турпал, Алита Исумов, Сайтамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Этнографический диктант – просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить уровень этнокультурной грамотности. Участие в мероприятии приняли и жители нашего региона. Оно проходило в Национальной библиотеке. В какой форме были задания, сколько времени давали для прохождения и какой была максимальная сумма баллов, расскажет Луиза Яхьяева. 277 – примерное количество языков, на которых говорят народы России. На территории нашей страны можно встретить представителей всех известных религий и древнейших цивилизаций. На протяжении истории они развивались бок о бок и на сегодняшний день живут в мире и согласии. А государство, в свою очередь, делает все, чтобы укрепить этот мир. Мы сегодня посмотрим, насколько мы глубоко, насколько мы хорошо знаем историю, традиции народов, проживающих на территории нашей страны. Одно из мероприятий, направленных на укрепление согласия – большой этнографический диктант. Ежегодно он проводится в канун Дня народного единства. В этом году проходит уже в 7-й раз. Цель – привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Акция, по словам организаторов, также поднимает этнографическую грамотность населения. خاطر إذا ورثي عديش دول مسوق أمني تير كولتوريخ تير ليتراتوريخ تير إستوريخ لامستيخ غلقيخ يزدنقليخ إشدو إتخاطر وريجيون نوخش ريسبوبليك تسونخلاتنا وإستوريخ غلقيخ غلقيخ يزدنقليخ ليتراتوريخ دول إتخاطر دو إتخاطر أتأنكيتي يقعدو إتخاطر جيبش دلله. Диктант ежегодно пишут миллионы жителей России и зарубежных стран. Впервые он прошел 4 октября 2016 года. На тот момент в нем приняли участие 90 тысяч россиян, а уже к 2021 году к акции присоединилось 2,5 миллиона человек. В Чеченской Республике ее поддержало 7 тысяч участников, как в офлайн, так и в онлайн-формате. Мероприятия, вообще, которые призваны на укрепление межнационального, межконфессионального единства, они сплачивают, они позволяют нам более глубоко понять, что такое многообразие нашей страны, и в целом повышает любовь к нашей родине. Для офлайн участия в диктанте жители Чеченской Республики пришли в Национальную библиотеку имени Абузара Айдамирова. К слову, писали его на всех континентах мира. В России проживают представители более 160 национальностей, и подобные мероприятия просто необходимы для укрепления межэтнического мира. Луиза Яхьяева, Шейх Мансур Малатов, Вести, Чеченская Республика. Добро пожаловать на землю героев. Живописная природа, гостеприимные люди, вкусная еда. Это все ждет туристов республики. Каждый найдет оптимальный для себя отдых. Активный, экстремальный, оздоровительный. А вдохновение, которое можно получить от высокогорного края, расскажет Луиза Яхьяева. Смотровая площадка комплекса высотных зданий Грозный Сити – одна из самых излюбленных туристических точек Грозного. Ее рекомендуют посетить все путеводители. Вид, который открывается с высоты 125 метров, не оставит равнодушным никого. Это лишь одна из немногих локаций на туристическом маршруте. Еще в 2003 году Грозный был признан ЮНЕСКО самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны. Фото, на которых запечатлены руины, оставшиеся на месте некогда процветавшего города, можно увидеть на центральных улицах. Сложно поверить, что спустя так мало времени сегодня Грозный считается одним из самых развитых городов страны. В этом году регион посетило рекордное количество гостей. Увеличение туристических потоков в первую очередь обосновано развитием внутреннего туризма. Чеченскую Республику также выбирают как наиболее комфортный регион для ознакомления с природой Кавказа. По оперативным данным министерства, количество размещенных лиц в гостиницах за первое полугодие текущего года выросло практически в 3 раза, а общий турпоток вырос порядка 68%. И мы считаем, что это очень хороший показатель. То есть мы, в принципе, постоянно растем, особенно вот на такой постковидный период, пытаемся сохранить эти темпы и наращивать их и дальше.
Сейчас город, восставший из пепла, рад встречать гостей, которые желают воочию увидеть это чудо. Буквально за 2 десятилетия его отстроили с нуля. Несмотря на распространенное мнение о том, что проще было бы просто перенести столицу, первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, настоял на восстановлении Грозного. Великолепная мечеть сердца Чечни, собор Михаила Архангела, цветочный парк и высотный комплекс Грозный-Сити. Все эти точки сосредоточены в самом центре, что позволяет приезжим ознакомиться с ними сразу. Мне очень здесь понравилось, очень гостеприимные люди, очень много, настолько разнообразный, причем и как пейзажи совершенно разные, очень много народов, очень красивые люди, очень приветливые, гостеприимные. Однозначно вернусь. Конечно, Грозный нас поразил. А мечеть, вот по сравнению даже с Турцией, мы были в Турции, это что-то невозможное. Это, наверное, в разы богаче. Очень шикарно. Жители все такие улыбчивые. Молодцы, все так восстановлено, все красиво, да. Я как со своей художественной натуры оценила. Дальше туристов ждет история великого народа, сохранившаяся в архитектуре вайнахов, традиционной кухне, великолепные виды на чистейшие горные реки, зеркальная гладь озера Кизиной и альпийские луга. Туристические маршруты, предложенные гостям республики, не оставят равнодушными и любителей экстремальных видов отдыха. Их ждут пешие походы, джип-туры, прыжки с парашютом, катание в аэротрубе, горнолыжный курорт с современными трассами, сплавы по горным рекам и спуск на зиплайне. Гостеприимный край готов встречать туристов круглый год. Луиза Ахяева, Магомед Басаев, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.